Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Сегодня в программе. В помощь правоохранителям МВД получила новую технику и обмундирование. Стать студентом лесотехнического университета в ВАК презентовали возможности Санкт-Петербургского вуза. Ямы, пыль и грязь больше не актуальны. В Гульрыбском районе идут работы по асфальтированию дорог. Президент Абхазии Аслан Джаня подписал указ об освобождении Тамаза Мурмановича Цахнаки от должности министра здравоохранения согласно поданному заявлению. Этим же указом глава государства назначил министром здравоохранения Абхазии Эдуарда Валерьяновича Будба. Будба Эдуард Валерьянович – уроженец города Ущемчира, выпускник Московской медицинской академии имени Сеченова. Кроме того, обучался в Государственном университете управления. Ему присуждена квалификация менеджера. В разные годы работал по специальности в городской клинической больнице номер 67 в Москве. Занимал должность заместителя директора по медицинской части Всероссийского научно-методического геронтологического центра. Руководил контрактной службой Федерального центра гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. С 2016 года по настоящее время занимается предпринимательской деятельностью. В период Отечественной войны народа Абхазии работал в военном госпитале в городе Гудаута. Аслан Джаня поблагодарил Тамаза Цахнаки за проделанную работу и наградил его орденом Ахзапша 3-й степени. Руководством принято решение наградить вас высшей государственной наградой за вклад в систему здравоохранения. На этом жизнь не заканчивается. Если сочтете нужным, мы продолжим работу с вами в другом качестве. Спасибо вам за ваш труд в непростое для нас всех время, сказал глава государства. Тамаз Цахнаки поблагодарил президента за оказанную честь и за оценку проделанной работы. Президент Абхазии Аслан Джаня назначил министром по налогам и сборам Джансу Хананба, освободив от его должности заместителя руководителя главы администрации президента. В рамках соглашения с Российской Федерацией МВД Абхазии получила 49 единиц автотранспорта, новую форму для всего личного состава и другое техническое оборудование. Президент Аслан Джаня осмотрел новые автомобили и форму сотрудников милиции. Смотрите репортаж Алики Трапш. Согласно плану графика поэтапного повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел за 2020 год приобретено 49 единиц автотранспортных средств. Среди них патрульно-постовые машины марки «Лада», машины дежурной части УАЗ-Патриот, так называемые таблетки, также предназначены для дежурных частей, «Газели» премиум-класса для специального отдела быстрого реагирования, а также спецмашины для перевозки заключенных. Кроме того, на весь личный состав МВД было приобретено новое обмундирование. Президент Аслан Джаня лично осмотрел обмундирование сотрудников МВД, а также новый автомобильный парк. Глава государства осмотрел автомобили как снаружи, так и внутри. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар рассказал президенту о характеристике и технических параметрах новых машин. Это две оперативные машины, когда выезжают в горную местность, и спецназ, и оперативный состав. А там чем вообще более-менее нормальный, надежный. Пришлось чуть поджать, это российский автотранспорт, хорошие новые модели. Это тоже в горорганах находятся, оперативные составы, на них выезжают. 6-7 штук, да, Да, где много сел. Вообще когда-нибудь после войны единовременно такое количество транспорта? Нет, не закупалось. Нет. Единовременно нет. После осмотра автомобилей президент Аслан Джаня в интервью журналистам сообщил, что получение новой техники стало возможным благодаря реализации одного из пунктов межгосударственного договора, в соответствии с которым МВД Абхазии оказана помощь со стороны России. В таком количестве материальная помощь ранее никогда не оказывалась. Президент также подчеркнул, что современные транспортные средства позволят сотрудникам внутренних дел должным образом исполнять свои служебные задачи. Не только в этом состоит помощь Российской Федерации, а еще и в том, что с прошлого года произошло существенное повышение заработной платы сотрудников Министерства внутренних дел. Это примерно заработная плата была увеличена на 75%. Это тоже в рамках большого договора реализуется один из его пунктов. Мы рассчитываем на то, что такая масштабная помощь со стороны государства правоохранительным органам в обязательном порядке выльется в иное качество работы. На самом деле эта помощь, она обоснована, она была необходима. Нужно и в дальнейшем помогать сотрудникам органов внутренних дел
но это движение должно быть двусторонним. Государство поддерживает, создает условия, качество работы становится более высоким. Я имею в виду обеспечение законных интересов наших граждан и в целом государства. По словам Аслана Бжаня, в органах внутренних дел пока не были проведены системные преобразования, но их готовят. И к будущему году в структурном и в организационном отношении будет иная структура, в отличие от нынешней. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар сообщил, что за 2021 год также ожидается получение еще около 70 единиц техники, а в 2022 году порядка 60 единиц. Материально-техническое обеспечение МВД в разы выросло. Помимо обмундирования автотранспорта приобретены спецсредства. Машины распределяются по районам. По горорганам мы будем распределять, уже большая часть распределена. Все имеют в достатке автотранспортные средства. Те, которые будут новые поступать сюда, они будут уходить в резерв Министерства внутренних дел и будут распределяться по мере необходимости. Самое главное сейчас мы хотим увеличить патрули на республиканской трассе. И, естественно, в горорганах, городах и в районах увеличились автотранспорт сотрудников органов внутренних дел. Повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел, как отметил президент Аслан Бжаня, является приоритетной задачей государства. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня посетил строящийся в селе Тамыш Учимчирского района туристический комплекс. Объект будет введен в эксплуатацию в июне текущего года. В настоящее время строительные работы находятся на завершающей стадии. Инвестирует в строительство российская туристическая компания «Библиоглобус». Здесь уже работают 170 человек, 150 из которых местные жители. Глава государства осмотрел построенные коттеджи на 600 человек. Строительство комплекса разделено на 2 этапа. Второй этап предполагает дополнительное строительство коттеджи на 400 человек. В новом гостиничном комплексе со всеми удобствами будут супермаркет, аптека, охраняемая стоянка, подогреваемый бассейн, благоустроенный пляж, детская площадка, ресторан. В одной из школ Казани произошла трагедия. 9 человек, 7 детей, 1 педагог и 1 женщина-работник стали жертвой стрелка, который утром 11 мая проник в школу и обстрелял один из классов. Преступник задержан, им оказался 19-летний студент Ильназ Галявиев. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Как сообщил журналистам глава Татарстана Рустам Минниханов, 18 учащихся с огнестрельными ранениями сейчас в детской клинической больнице. Есть и с переломами, ушибами. Кроме этого, с огнестрельными ранениями в медучреждениях находится 3 взрослых. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве в среду в Татарстане. День траура. После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент Абхазии Аслан Бжаня выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с гибелью людей в школе в Казани 11 мая. От имени народа Абхазии выражаю искренние соболезнования вам, народу братской России, в связи с трагедией, произошедшей в Казани, где от рук преступников погибли дети. Эта страшная новость потрясла всех жителей Абхазии. Никто не имеет права посягать на самое святое, на жизни наших детей, говорится в тексте соболезнования, адресованном Владимиру Путину. Президент Абхазии передал соболезнования родным и близким, потерявшим своих детей. Пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Аслан Бжаня также выразил сочувствие и поддержку в адрес главы Татарстана. Он отметил, что решительно осуждает это варварское преступление. Результатом деятельности Государственной миграционной службы за 5 месяцев текущего года посвящалась встреча премьер-министра Александра Анкваб с главой ведомства Рамином Габлая. Габлай рассказал об итогах оперативно-профилактических мероприятий по выявлению правонарушений миграционного законодательства и подзаконных актов. По словам руководителя службы, по состоянию на 1 мая, несмотря на антиковидные ограничения и вызванный ими существенный спад числа трудовых мигрантов, выданы и продлены 792 трудовые визы, без учета граждан Российской Федерации, прибывших в республику для осуществления трудовой деятельности. Разрешение на работу получили 772 мигранта. В бюджет республики по линии деятельности ГМС поступили средства за оплату всех видов госпошлины на общую сумму 8 миллионов 787 тысяч рублей. Александр Анкваб рекомендовал улучшить учет трудовых мигрантов, оптимизировать процесс оформления документов. Он поручил главе ГМС ежеквартально представлять отчеты о проделанной работе.
В офисе Всемирного Абхазо-Базинского конгресса прошла презентация Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова. Презентацию провела руководитель приемной комиссии вуза Елена Богатова. Она рассказала абитуриентам об истории университета, его структуре и представленных специальностях. В этом году студентами бюджетных отделений вуза могут стать абитуриенты из Абхазии, а также представители абхазо-базинской диаспоры в Турции. Поступление стало возможным благодаря соглашению, подписанному между университетом и Всемирным Абхазо-Базинским конгрессом. Наш вуз является старейшим и крупнейшим лесным вузом в мире. То есть у нас самая большая по численности и самая большая по перечню направлений база создана образование в сфере экологии, лесопользования, деревообработки, деревопереработки именно на мировом уровне. Поэтому наш университет знают все лесные вузы мира. Университет – это единое пространство образовательное, 5 институтов у нас, 5 институтов, которые готовят свои направления. Это Институт технологических машин транспорта леса, Институт ландшафтной архитектуры, строительства, обработки древесины, Институт лесного бизнеса и инноватики, Институт леса и природопользования. Мы хотим, чтобы развивались наши, тем более отношения с ВАКом в этом году у нас зародились. И мы очень хотим, чтобы ребята из Абхазии в этом году поступили к нам на бюджет. И я могу сказать прямо, для этого мы готовы даже пойти на некоторые там маленькие хитрости и помочь вам экзамены сдать хорошо. В Гагре прошел 3-й международный деловой форум «Визит Апсне». В нем приняли участие эксперты из Абхазии и России, которые обсудили туристическую привлекательность республики, гостеприимство как один из факторов имиджа страны, методы обучения и подбора персонала, а также вопросы гастрономического туризма. Основная тема форума – туризм как импульс развития сельского и фермерского хозяйства. С 12 по 15 мая в Государственном музее боевой славы будет открыта фотовыставка, посвященная 76-й годовщине со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Арзумба. В Гулрыбжском районе продолжаются работы по укладке асфальта. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Огромные ямы, пыль и грязь, особенно в дождливую погоду. Такой была улица имени Багба в поселке Гулрыбж в течение многих лет. Это доставляло большие неудобства местным жителям. Чтобы попасть домой, люди долгое время ходили в обход дороги через поле. Транспорту здесь было практически не проехать. А если дело касалось машины скорой помощи, по словам местных жителей, то чтобы попасть в нужный дом, уходило много времени. Скорее, например, ровно 18 минут Особенно тяжело приходилось мамам с колясками, да и пейзаж на дорогу с красивых дворов смотрелся не очень. Женщины с колясками, которые шли, их совсем жалко было. Ну, дорога, конечно, в очень нехорошем было состоянии. Яма на яме, максимум это 5 километров в час. Асфальт здесь проложили совсем недавно. Несмотря на то, что работа еще не закончена, жители радуются этому важному для них событию. Приятно, выйдем, поговорим с людьми, соседями, походим. Приятно, спасибо, конечно, большое. На сегодняшний день здесь уже проложено более 1 километра асфальтного покрытия. Но это только первый слой. Работы здесь ведутся в рамках российской инвестпрограммы. Через 10 дней здесь будет класть тросла. Цена какая, стоимость? Именно этот участок около 8 миллионов. Кроме того, заасфальтировали и дорогу, ведущую в тубдиспансер. Она тоже много лет была в ужасном состоянии. Это дорога на туберкулезную больницу, она уже готова, из более 500 метров. Но на этом работы в поселке не заканчиваются. В планах проложить здесь еще 18 километров нового асфальтного покрытия. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В связи с прокладкой нового водопровода по инвестпрограмме 12 мая с 9 часов утра по улице Генерала Дбар в Сухуме будет ограничено транспортное движение, в том числе и троллейбусное. Движение будет перекрыто на перекрестках от улицы Зидзаря до улицы Бубновой. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в среду, 12 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 18-23 градуса, температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.